Узбекский Эляман специально не учил. На этом языке в деревне говорят почти все дети. У каждого свои любимые артисты, в длинном списке ни одного отечественного. Кыргызстанские каналы за 12 лет Эляман ни разу не смотрел, если не считать дальние поездки в город. Здесь, на границе с Узбекистаном, местное телевидение и радио вообще не транслируется. Узбекские каналы будут показывать, даже если взять и положить сюда антенну. Даже в машине их радио ловит на каждой частоте. Если была бы антенна, которая будет ловить наши каналы, я бы их втридорога купил. О том, что происходит в стране, в Мундузе узнают по старинке. Сарафанное радио здесь сбоев не дает. Может, оттого и пошла когда-то знаменитая на весь Кыргызстан байка о том, что если у школьника на границе спросить, кто президент республики, он ответит: Ислам Каримов. Наши дети сталкиваются с трудностями в изучении истории, потому что они смотрят узбекские каналы. Там показывают очень много передач и кино про историю, разные сериалы. Они просто путаются. Самые продвинутые пытались подключить цифровое телевидение, но даже бесплатные тюнеры, розданные правительством на границе, поймали лишь узбекские волны. Бакыт рассказывает, как после этого он пошел и купил параболическую антенну. Теперь в его доме смотрят лишь российские каналы. Как-то я услышал из разговора детей слово «орман», что означает «лес» по-узбекски. Они просто не знают, что слово «лес» по-кыргызски звучит совсем по-иному. Лучше им учить русский, так они хотя бы смогут работать в России. Старшие дети Бакыта живут в городе. Возвращаться в село, так же, как их ровесники, они не хотят. Отец их, впрочем, и не уговаривает. Джибек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Джалалабадская область. Кыргызстан.